По оперативным данным авиалесоохраны на территории Якутии действует 175 природных пожаров на общей площади более 1 миллиона гектаров. Проводится тушение 26 пожаров на территории 14 муниципальных образований. Рослесхоз с помощью информационной системы дистанционного мониторинга отслеживает 149 природных пожаров, действующих в зоне контроля на территории 18 муниципальных образований. Более подробную информацию о ситуации с лесными пожарами расскажет начальник авиалесоохраны республики Владимир Сергеевич Леонов. Добрый день, уважаемые телезрители. Представляю вашему вниманию информацию по лесопожарной обстановке на 14 часов текущего дня по республике Саха-Якутия. По оперативным данным, на территории Государственного лесного фонда действует 16 лесных пожаров на общей площади 608 гектар. Локализовано 7 лесных пожаров на общей площади 215 гектар. Один пожар ликвидирован на общей площади 32 гектара. На тушение задействовано 671 человек, 32 единицы техники. По муниципальным районам Западной арктической зоны ввели в действие планы тушения лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами наблюдается на территории Вилюйской группы. Это Нюрбинский, Сунтарский район, Ленский, Мегино-Кангаласский, Усялданский. Сухая, жаркая погода, которая наблюдается на общей территории республики, способствует распространению лесных пожаров. Если мы сейчас посмотрим на вот этот слайд лесных пожаров, то мы увидим действующие пожары, которые находятся на территории республики. Вот эти пожары, они приостановлены тушениями решений комиссии по чрезвычайной ситуации. Данные пожары не угрожают населенным пунктам, объектам экономики. Если мы смотрим южнее и западнее республики, это Амурская область, Иркутская область, Красноярский край, то мы видим, что на территории сопредельных с республикой районов наших соседей наблюдается большое количество лесных пожаров, которые также создают неблагоприятные условия для наших жителей, которые задымление производится практически сейчас ежедневно. В настоящий момент на тушение лесных пожаров на территории республики у нас задействованы, кроме наших сил, которые я перечислил, это Федеральный резерв ФБО лесохрана в количестве 58 работников парашютно-десантной службы. Они принимают участие в тушении лесных пожаров на территории 3 районов. Это Нюрбинский, Хангаласский, Намский. В настоящее время прибыло еще дополнительно 44 работника парашютно-десантной службы ФБО лесохрана, которые будут задействованы на тушение вновь обнаруженных пожаров именно в тот момент, когда уже мы сейчас даем информацию, и на территории Усялданского района. По зонам контроля лесных пожаров у нас действует 149, по которым я и говорил, приостановлено тушение решениями КЧС. Всего на территории республики с начала года зарегистрировано 853 лесных пожара данной категории. За всеми этими пожарами, которые мы наблюдаем на территории республики, ведется дистанционный мониторинг. Каждый пожар отслеживается ежедневно и в день по несколько раз после прохождения спутниковой информации. По возможности мы также проводим авиационный мониторинг, детально доводим информацию до органов власти и всех заинтересованных лиц во избежание угрозы перехода огня на населенные пункты либо объекты экономики. Наблюдаемое задымление по ряду районов Вилюйской группы и сопредельной и по западу Якутии вызвано действием пожаром, который на предыдущем слайде вы видели. Это Красноярский край, Иркутск и Амурка. Сейчас вот на этом слайде видно, вот территория республики нашей. Здесь мы видим перемещение облачности, которое происходит как раз вот в круговом таком движении. Темным пятном, здесь более серый фон, показывает о задымленности. То есть все пожары, которые находятся на сопредельной территории, дым от этих пожаров получается с ветровой нагрузкой, происходит завихрение, и часть населенных пунктов закрывает этим дымом. Это вот Вилюйск, Мирный. На территории Мининского района в настоящий момент отсутствуют лесные пожары. Ни одного пожара нет. На территории Сангарского района там тоже нет лесных пожаров. В Хандаге буквально один незначительный лесной пожар. Поэтому видно, что вот эта вся территория закрывается дымом сопредельных пожаров. Ну и естественно, конечно, те пожары, которые находятся у нас, они тоже дают локально свою задымленность.
Но хотелось бы еще добавить, что уже появляются пожары, вот те, которые мы видели на предыдущем слайде. В основная масса пожаров – это труднодоступные удаленные районы, по которые были приостановлены решениями. Это пожары в основном грозовые. Сейчас уже стали появляться пожары по человеческому фактору. Это сенокосчики, это отдыхающие. Уважаемые телезрители, жители республики, я обращаюсь к вам, чтобы вы были более бдительны при нахождении в лесном фонде во избежание ущерба и дополнительных затрат, которые понесет потом республика. Спасибо за внимание. О ситуации с лесными пожарами на территории Якутии нам рассказал начальник авиалесоохраны республики Владимир Сергеевич Леонов.